Трамп объявил торговую войну всему миру. Центральная Азия на новой стадии объединения. В эфире «Внешние дела». С вами Екатерина Такамбаева. Здравствуйте. Торговая война всему миру и режим ЧС в национальной экономике. Трамп не оставляет попыток вновь сделать Америку великой. Своим указом он ввел зеркальные пошлины на товары, которые ввозятся в США из-за рубежа. Для стран Евросоюза пошлины составляют 20%, для Британии 10%, для Китая 34%, в списке 185 стран. Для некоторых пошлины приближается к 50%. Базовая пошлина для всех стран, в том числе и необитаемых островов, а это уже курьез, 10%. Мы попадаем под 10% пошлины. К слову, по итогам 2024 года экспорт Кыргызстана в США составил $6,2 миллиона. Казахстану повезло меньше. Для них США вводят пошлину в 27%. По задумке Трампа, доступ на рынок США – это привилегия, за которую теперь придется платить. Чем же это все может обернуться для мира? США – импортер номер один нашей планеты. 14,5% мирового импорта приходится на Америку. Если американцы будут покупать меньше, если продавать им станет сложнее, то во многих странах начнут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места и зарплаты. Одним словом, не будет стабильности, потому что пустой холодильник – одна из главных причин недовольства населения властью. И здесь видна закономерность. Чем ближе союзник, чем он сговорчивее, тем мягче тарифы для него приготовили США. Видимо, дорожат их стабильностью и хотят использовать ее в качестве примера того, как выгодно дружить с Америкой. Океан нестабильности, который стремятся создать США по их задумке, должен устремить потоки капитала в Америку. К такому повороту событий мир готовился давно. План по ответным мерам есть у Европейского Союза. Китай, Япония, Южная Корея уже договорились о скоординированных тарифных действиях в отношении США в случае начала войны пошлин. Для этого еще в 2020 году 15 стран создали всестороннее региональное экономическое партнерство. Что касается Центральной Азии, то региону, видимо, придется пересмотреть принципы региональной и внешней политики. Благо, что в последнее время Центральная Азия встала на путь объединения, а это значит, выработать совместный план получится. На этой неделе президенты Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана на первом в истории саммите трех государств подписали договор о точке стыка границ своих стран и Худжанскую декларацию о вечной дружбе. О том, что съезд лидеров трех стран – это не просто визит вежливости, а встреча друзей, очень красноречиво говорят кадры встречи высокопоставленных гостей. Переговоры по определению точки стыка трех границ длились почти 23 года. Долгое время страны не могли решить вопрос делимитации, демаркации совместных рубежей. Такие проблемы были и у Узбекистана, Таджикистана, и у Таджикистана, Кыргызстана, Кыргызстана и Узбекистана. Последней неопределенной точкой до весны этого года оставалась кыргызско-таджикская граница. Главы государств уже обменялись ратификационными грамотами. И вот теперь на месте стыка границ установлена стела дружбы и подписана Худжанская декларация о вечной дружбе. Теперь Центральная Азия может говорить о настоящей интеграции. Теперь мы можем стать вновь единым субъектом, но при этом каждая страна сохранит свой национальный суверенитет и свою самостоятельность. Нам уже давно говорят, что объединившись, мы станем более интересными для большого мира. И в вопросе привлечения капитала, инвестиций, в вопросе запуска крупных промышленных проектов, да и туристов, если представлять им Центральную Азию как единое туристическое кольцо, каждый из нас привлечет гораздо больше, нежели сейчас. О такой перспективе лидеры трех стран уже поговорили. Конкретную идею предложил Садыр Джапаров – создать в Центральной Азии визу наподобие шенгенской. Реализация безвизового режима станет практическим шагом в развитии региональной интеграции, включая синхронизацию миграционного законодательства. В то же время она откроет новые точки сотрудничества.
К слову, странам Центральной Азии надо всерьез задуматься над привлечением туристов из Европы и Запада, а единая виза станет бонусом в этом деле. Предложение о создании нового туристического направления, связывающего культурные, исторические и природные памятники 3 стран-соседей, уже выдвинул Узбекистан на региональном туристическом форуме «Диалоги», который состоялся в рамках трехстороннего саммита лидеров. В частности, Золотое туристическое кольцо Ферганской долины объединит уникальные природные заповедники, горные системы, озера, а также достопримечательности древних городов 3 государств. Эксперты настаивают на том, чтобы мы не забывали о своей историко-географической особенности, ведь Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан – это сердце шелкового пути. Шелковый путь, о шелковом пути знают во всем мире. То есть мы здесь имеем в виду не этот, минимум 5-6 миллиардов населения, потенциальных туристов. Интеграция Центральной Азии – это не только про промышленную, энергетическую и туристическую кооперацию. Вопрос безопасности сейчас стал крайне актуальным. Подготовка террористов и радикальных исламистов в Афганистане. Попытки отдельных держав, направленные на постепенное превращение региона в плацдарм для угрозы конкурентов этих самых держав. Все это заставляет Центральную Азию держать руку на пульсе. По планам западных силовиков, именно стратегическим планам по отношению к Центральной Азии, дальнейший переход на южные регионы Российской Федерации, а также на северные регионы провинции Китая. Вот этот план нас и воссоединяет, да, наше мнение, наши решения, наших руководств, так скажем. Вот если вдруг вот этот план осуществится каким-то образом на наших территориях, то мы должны к этому быть в любом случае готовыми. К слову, единая визовая система на просторах Центральной Азии, о которой сейчас говорит Кыргызстан, это тоже вклад в безопасность региона. Благодаря ей удастся улучшить миграционный контроль и не допустить проникновения террористов, радикалистов на территорию Центральной Азии. Второй аспект безопасности – экономический рост. Общие усилия и укрепление экономического партнерства уже само по себе является важным фактором глобальной безопасности и в развитии региона. Важно в этом свете укреплять и научно-образовательное сотрудничество. Подготовка кадров – это и залог экономической устойчивости региона и его защищенность от насаждения чуждой разрушительной идеологии, которая порой проникает в Центральную Азию через зарубежные образовательные проекты. К слову, единение Центральной Азии по всем фронтам сделает ее партнерство с миром более продуктивным. Если выдвигать на повестку не местные проблемы, а региональные, то результата будет гораздо больше. Выходить на другие страны и говорить: ребята, вот у нас есть это, и мы с Европой будем говорить с точки зрения наших интересов и нашей стратегии. С Японией, с Кореей, с Россией, с Китаем, Америкой. Длительное время в региональном и мировом информационном пространстве формировался негативный образ Ферганской долины, территории, где и происходит стык 3 государств. Из-за нерешенных пограничных вопросов, споров относительно распределения водных ресурсов, регион считался взрывоопасным. И факт проведения саммита в таком формате дружественном способствует разрушению многих стереотипных предубеждений относительно будущего развития сообществ Ферганской долины. К тому же он явно стал неким ответом на нынешнюю геополитическую ситуацию, когда регион решает, куда и как именно и с кем ему идти дальше. Однозначно, что с урегулированием вопроса границ в Ферганской долине открывается окно возможностей для расширения сотрудничества для Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также для всей Центральной Азии в целом. И совершенно верно сказал на саммите президент Кыргызстана: 3 дерева, растущие рядом, своими корнями укрепляют одну землю. Это были внешние дела. До новых встреч в эфире.